разгар курортного сезона сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии проводят плановые рейдовые мероприятия в акватории Сухумской бухты с целью осмотра технического состояния маломерных судов и наличия разрешительных документов на право пользования ими. В ходе проведения рейда были осмотрены 8 маломерных судов. Досмотровая группа проверила владельцев плавательных средств на наличие у них судового билета, технического талона, права на управление судном и разрешение на выход в море. Проверка показала, что не все владельцы имели с собой разрешительные документы. Кто-то перевозил пассажиров без спасательных жилетов. Судоводитель должен иметь права на управление данным судном. И все документы, то есть так как он оформлен у нас, он проходит ежегодный технический осмотр, и данный технический осмотр у него должен быть не просрочен. У него должны быть данные документы на судне. Либо мы до всех доводим, чтобы они не оригиналы брали с собой, так как там на море они могут испортиться. Делали ксерокопии и клали их в пакеты, чтобы они имели с собой эти все документы. На 2 гидроциклах, в принципе, они у нас проходили техосмотр, у них с документами все в порядке, но документы у них были на берегу. Мы им сделали замечание, они отплыли на берег и заберут свои документы. У одного не было документов, мы ему сказали, чтобы он сегодня же к нам прибыл, и, скорее всего, он попадает под штраф. Он в курсе, мы довели до него. А так, в остальном, в принципе, что касается по городу Сухум, нарушений не так много, так как они видят, что мы контролируем ихнюю работу, либо как они катаются и так далее. Всего по республике Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии зарегистрировано порядка 1200 судов, которые регулярно осуществляют выход в море. Среди них маломерные суда, осуществляющие улов рыбы, прогулочные катера, рыболовецкие сейнеры. По словам сотрудников ГИМС, чаще всего нарушения фиксируются в летний курортный период. Также, вот, что касается гидроциклов, бывает, что они дают на прокат людям за определенные деньги, а люди, которые на них катаются, туристам, да, они не имеют права на управление данным судном. Практически они никогда не садились на такие суда, гидроциклы. И поэтому бывают всякие случаи, когда человек либо слетел с гидроцикла, либо наехал не туда, куда нужно. Поэтому за этим надо следить, контролировать. Что касается вот этих вот парусных судов, маленьких катамаранов, все люди должны быть с жилетами. Хозяева иногда нам говорят, что мы доводим до них, чтобы они жилеты одевали, но они снимают, либо не одевают. В любом случае, если люди без жилетов на катамаранах, либо на парусных судах, сами люди могут попасть под штраф, поэтому они должны обязательно одевать жилеты. То же самое мы вот сегодня прошлись, довели до них, до хозяевов с сегодняшнего дня. Мы и морем, и по берегу эффективнее больше для катамаранов это по берегу проводить данные рейдовые мероприятия. И мы, скорее всего, в ближайшие дни уже и по берегу будем проводить. В ходе рейда было выявлено немало нарушителей и среди отдыхающих, которые берут на прокат прогулочные катамараны и выплывают в море без спасательных жилетов. Сотрудники ГИМС их предупредили. Уже с последующим нарушением выпишут штрафы. Люди, которые нарушают сами, либо заплывают за буйки, либо на катамаранах без жилетов, на них тоже есть штрафные санкции до 1000 рублей. Данные штрафные санкции мы ввели довольно-таки недавно, но и тем не менее просто чуть затруднена эта работа тогда, когда они в море. То есть у них документы, соответственно, не с собой, документы либо в гостинице, либо на берегу. Поэтому чуть с этой работой у нас пока не налажено. Я думаю, мы в ближайшее время, так как мы будем в море нарушителей выявлять, наш сотрудник будет с берега. Мы доведем до него, дадим сигнал, что данные люди придут к берегу, и уже там будем отрабатывать по штрафам. При небольших нарушениях установленных правил спасатели ограничиваются устным предупреждением судовладельцев. Однако при более серьезном несоблюдении необходимых требований, в том числе отсутствии разрешительных документов на управление судном, сотрудники ГИМС МЧС Абхазии выписывают штрафы в размере от 6 до 10 тысяч рублей.
Для каждого маломерного судна, чтобы он подошел к берегу, то есть к зоне купания, у него должна быть техническая зона, то есть дорожка, чтобы он мог подойти к берегу, там людей забрать, туристов и так далее. Техническая зона, вот она, то есть от берега либо от волнореза должна быть маленькими буйками огорожена, либо если где-то посередине две дорожки маленькими буйками, она как дорожка, между собой они сцеплены веревками. Вот это называется техническая зона. То есть и люди тоже не должны заплывать в эту техническую зону. Вот вчера был случай, когда гидроцикл подошел к берегу без технической зоны, и на скорости до нас это все довели и сняли на видео. Сегодня мы его вызвали и оштрафовали, так как довели до него, что если же второй раз будет такой случай, он будет лишен прав на управление данным судном на полгода. По словам начальника ГИМС Тенгиза Сабуа, по сухому ситуация стабильная. Больше всего нарушений выявлено в Гагре и Пицунде. Алика Трапшураму Камки, Абхазское телевидение.